приезжает к нам Везель на прошивку. Обновление программного обеспечения сейчас будем делать в роботе и в ДВС. Как-то так. Это у нас Везель, который у нас обслуживался. Обслужил выжимной подшипник. Сейчас он неделю покатался. Ну и как бы будем сейчас обновление программного обеспечения делать. Такие вот дела. Ну что, Каскил, как? Отлично. Нормально все? Все четко щелкает. Подшипник Звук исчез. крутится, звук исчез. Да. Вот, видите, ребята, пример конкретно человек вам говорит, что все нормально. Поэтому не бойтесь приезжать на обслуживание. Сейчас еще прошивочку зальем, и машинка совсем по-другому будет ездить еще. То есть она будет теперь беречь подшипник еще больше. И можно вообще не бояться за подшипник. Так вот, ладно, что. Тут я подготовил уже программное обеспечение. Так. Здесь у нас будет литься сейчас прошивки. Сразу сейчас сюда их сделаем. Так. Копировать на рабочий стол. Ставим. Так. В коробку будет литься у нас J690 прошивка. Она у нас одна из последних. Так. И мотор 3180 прошивочка будет литься. Сейчас у него стоят прошивки намного порядков меньше. То есть где-то примерно 5 обновлений до еще было. Сейчас вот такие версии стоят. Ну все, начнем работать. Прежде чем сделать прошивку, автомобиль мы сейчас подключим к резервному питанию. Ну и ноутбук тоже подключим к резервному питанию, чтобы у нас питание было постоянное. Ну, чтобы не было никаких сбоев. Начинаем прошивочку. Зашли в коробки блок. Здесь у нас получается стоит, сейчас сделали идентификацию. J630 стоит у нас. Вот. Будем лить другую. Будем мы лить коробку J690. Вот такая будет прошивка. Пошла у нас шиться коробка. Заливается обновление. Сейчас стирается твоя старая прошивка. Так, пошла вторая заливка. Это у нас блок двигателя. Заливаем PGM-FI. Даже кетчем заливаем прошивочку. Так, пошел процесс калибровки после прошивки автомобиля. Калибруем заново. Вот, обновили к эскилу прошивочку. Сделали заново все калибровки. Машина все в порядке. Никаких ошибок на экране, ничего нету. Ну, сейчас на этой прошивке она как-то по-другому должна ехать. Не знаю, мы еще пока не поймем, как. Тяжелее стал, походу. Да? Как-то потяжелее. Потяжелее? Да. Газ прям ощущается, что тяжелый. Да ты чё? И руль, по-моему, тоже не. Да не, руль-то не должен. Серьезно? Есть, да? Да, есть. Изменения, что ли? Не знаю. Что они там обновили в этой прошивке? Ну, главное, что говорят, что живучесть подшипника увеличивается. Ну, а по машине непонятно пока. Не, ну может она еще не обучилась у тебя. Ну, все новое, считай. Она сейчас должна поездить. Honda машина умная, она все параметры в себя берет, а потом только начинает нормально ездить. Также с дросселем, также с коробкой. Все обучается, все системы абсолютно. Это не Toyota. Ну а там машин не будет, если на обратном чуть-чуть так притопить, чуть-чуть газани.
Смотрим тоже, что будет. Ну вообще рейка у него, конечно, электронная. Она управляется компьютером. И рулевка может быть что-то с этим связано тоже, да. Через неделю поездки узнаешь, что примерно изменилось. Пока непонятно. На пробках надо тестить. Мгм. Ну, официальные прошивки. Настоящие японские, хондовские. Все. Никаких там калибровок. Чисто ихнее обновление. Движок почти незаметно, как он включается, по-моему. Вот, кстати, переход на ЕВ должен быть другой какой-то. То ли она на ЕВшке должна больше ездить, то ли что. Вот что-то вот в этом было какой-то нюанс. Так что, ребята, пользуйтесь. Есть прошивки, есть программное обеспечение. Есть люди, которым этим заниматься уже потихоньку учимся. Обращайтесь, не бойтесь. В городе у нас очень много визелей, шаттлов. Прошивки у нас имеются на шаттлы, на визеля, фриды, джейды, эти. Ну, у нас их очень мало, грейсов. Honda Grace. Я вообще здесь грейсов не видел. Видел когда-нибудь Honda Grace в Якутске? Вроде да. Да? Я что-то вообще не видел. Не проедь аккуратно чуть дальше. Во Владике они есть, но тоже очень мало. Ну, в общем, прошивки на них тоже имеются. Вот здесь. Сейчас с места тронусь. Давай. Плавно. Вот, плавно, бля. Сейчас скинул на его. Ребята, что у нас еще новенького в гибрид-центре? А нового у нас пришел аппарат вот сегодня вот такой. Дождался наконец-то. Это у нас аппарат по тестированию форсунок. Это у нас джедайный аппарат V310 фирмы Markar Tool. Хорошая вещь очень. Всякие переходники к нему пришли. Я уже прикинул, как форсунки. Вот хондовские форсунки. На хондовских переходниках примерно вот так оно выглядит. Ну а тут в принципе что, подключается вот сюда вот так. Вот это вот все дело. Ну и в принципе все. И можно запускать, тесты делать. Вот. Всякие различные переходники. На всякие разные форсунки пришли. Не только хондовские, но и тойотовские. Он умеет как MPI форсунки, так и Jedi. В общем, все возможно им тестировать. Также у него большая ультразвуковая ванна. Вот такая вот. Здесь у нас на 8 форсунок. Здесь тоже у нас на 6 форсунок. Можно, в общем-то, тесты делать одновременно. Все, осталось купить жидкость специальную для тестирования форсунок. Жидкость для промывки у меня уже имеется. Вот. Ну и так, в принципе, что еще? Колбу я показывал вроде бы, не показывал, ну еще раз покажу. Вот еще одна у нас оборудование, это у нас колба со всеми переходниками под Хонду, под Тойоту. С
помощью Honda можно промывать различные виды форсунок прямо на, ну, без снятия с автомобиля. Сразу подключаешь в рампу колбу, в обход бензобака, и все это дело чистится. Это у нас второй способ прочистки форсунок. Также третий способ, это, наверное, один из самых первых, его надо применять. Заливать топливную смесь в бак и кататься на ней, в общем-то. Ну, как-то так, короче, у нас работа кипит. Сейчас вот надо разобраться с этим стендом, в принципе. Нужны первые испытуемые, так сказать, 2 комплекта форсунок. У нас уже скоро человек привезет. Ну, вообще, как бы, кто хочет протестировать данный сей аппарат, ну, как бы, кто у нас менял форсунки, привозите те старые свои. Старые будем пробовать чистить, как бы так. В общем, все, работаем. Обновление сегодня сделал на Везеле, вот. Ну, в принципе, спектр услуг свой расширяем, чтобы вам было все удобно обслуживать свои автомобили, так как вы в одном месте приезжаете и все, в принципе, обслуживаете. Захотели батарейки починили на приусы, захотели автохимии, промыли движок, тут же самую раскоксовочку сделать или еще что-то можно. Эндоскопия у нас имеется. Также тесты по форсункам теперь, топливной системе у нас присутствуют. Есть программное обеспечение, сканеры различного типа. Работаю ланчем, работаю HDS, работаю тачстримом. В общем, все имеется у нас. Весь софт для Toyota есть. Кому надо отшить EGR на приусах, на нохах, на акве, на этих автомобилях, можем отшить EGR, кому надо, без проблем. Ну, как бы, тут уже по желанию клиента. Хотите отшить, пожалуйста, можно отшить. Ну, я не сторонник отшивания именно EGR, родной системы. Лучше ее обслуживать, чистить и все такое. EGR у нас тоже вот уже подменные имеются, готовые. Приедет нох, приедет Prius, поменяем в течение часа EGR без проблем. Также у нас имеется такой спектр услуг, как для Honda. Имеются запчасти у нас на роботизированные коробки, имеются подшипники, есть оригинал, есть тайский подшипник, есть китайский. Все смазанное, все собранное. Опыт у нас уже как бы имеется тоже. Есть уже 4 машины, которые мы отремонтировали, роботизированные коробки DSG. Также обслуживаем роботы уже месяца 3, наверное, без проблем. Замена масел, замена жидкостей. В общем, как-то так. В общем, работаем по всем параметрам. Пока что мы в Якутске стараемся держать марку, так как пока мы как бы стараемся стать лучше всех. Ну а как получится там, лучше всех мы станем, не станем. Ну, уже мы, в принципе, по некоторым моментам мы уже лучше. Ну, вопрос цены, ребята, извиняйте. Как бы вот это все оборудование я покупаю, и оно должно приносить денежку. Поэтому ценники бывают, кусаются, конечно, хочется зарабатывать. Тут уж никто не обижается. Кто хочет ехать к тем, кто не хочет развиваться, а просто зарабатывать деньги на пустом месте, ни с чего, те могут ехать туда. Вот. Но там вам не все сделают, не со всеми проблемами как бы справятся. Здесь мы постараемся решить все проблемы абсолютно. Вот. Так что, в принципе, надо мотор поменять на Приусе. Поменяем мотор. Надо будет демпферный диск заменить. Заменим демпферный диск. Без всяких подъемников, без ничего мы это сделаем. Вам, по идее, по большому счету разницы не должно быть, как мы это сделаем. Но мы, главное, что функцию свою выполним. Как бы возьмем за это приемлемые деньги какие-то. Вот. Ну и в принципе все. Все, всех был рад, как бы, для всех рад был выпустить этот видеоролик. Обращайтесь к нам в Гибрид-центр Якутск. Ставьте лайк и обязательно подписочка на канал и колокольчик. Всем пока. От них дальше дома.